Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы приветствуем всех, кто смотрит нас в YouTube, на канале Next TV, в социальных сетях. Я хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Это Расул Умбеталиев, эксперт в сфере энергетики. Расул Мырза, здравствуйте, рады вас видеть в нашем эфире. Добрый вечер. Видите? Да, слышу. Приветствую вас, Расул Мырза. Ну и сегодня мы будем говорить о состоянии нашего энергосектора, потому что с началом зимы, а зима в этом году, как вы видите, выдалась очень холодная, вот уже месяц стоят небывалые холода, мы все озабочены. Время от времени отключают электричество в домах, и все это, естественно, вызывает у населения опасения. Растет энергопотребление. Скажите, пожалуйста, вот рост энергопотребления может как-то негативно сказаться на нашей энергосистеме, на мощности Токтагульской ГЭС, на которую мы все молимся и надеемся? Есть ли серьезные опасения? Потому что государственные мужи, Кабмин успокаивают нас, что все нормально с потреблением, никаких проблем не будет зимой. Вы как эксперт, как считаете? Расул Мырза, меня слышно? Но, естественно, забили тревогу. Да, я вас слышу, да, слышу вас. Да, да. Вы Услышали мой вопрос или мне повторить его? Да, у нас происходят небольшие западения, это случается во время прямого эфира? Нет, за последние 10 дней Кабинет министров и Министерство энергетики и Национальный холдинг уже начали открыто говорить о нехватке, о дефиците электроэнергии. В связи с резким похолоданием, наступлением зимы, у нас в Кыргызстане в 3 раза увеличилось потребление электроэнергии. В летнее время мы потребляем 24-26 миллионов киловатт-час электроэнергии. Вот за последние дни потребление электроэнергии выросло до 70-72 миллиона киловатт-час электроэнергии. Это при минус 10-12 градусов мороза. Дело в том, что именно не только малый объем Токтагульского водохранилища, да, но еще на это влияет, недопоставки угля на ТЭЦ города Бишкек, некачественный уголь, а также увеличение потребления. И они, руководство энергетической отрасли и руководитель Кабинета министров, забили тревогу. Потому что именно сама подготовка к осенне-зимнему периоду была недостаточна. Она была неудовлетворительна. Дело в том, что прежний министр энергетики Доскулбек Мырзаев, он заявлял, что в этом году мы ни одной тонны на ТЭЦ города Бишкек из Казахстана не будем покупать. Мы будем добывать с Каракаварского буроугольного месторождения 1 миллион 750 тысяч тонн угля, которое необходимо для полностью прохождения на ТЭЦ города Бишкек. А также именно они делали, Министерство энергетики, Национальный холдинг делали большую надежду на импорт электроэнергии из Туркменистана, Казахстана и Узбекистана. Дело в том, что в Узбекистане и в Казахстане у них тоже очень сложная обстановка.
у них в Узбекистане на сегодня, а в Казахстане достигает 900 тысяч мегаватт. И поэтому рассчитывать на импорт электроэнергии из Казахстана, Узбекистана, а тем более из Туркменистана, не приходится. Импорт электроэнергии из Туркменистана проходит через Узбекистан на сегодняшний день испытывает, потому что резко уменьшилась добыча газа. Дело в том, что в Узбекистане 90% выработки электроэнергии осуществляется на тепловых станциях, на газовых и на угольных станциях. А также 90% электроэнергии вырабатывается в Казахстане на тепловых станциях. И поэтому на сегодняшний день сложилось крайне тяжелое кризисное положение именно по выработке электроэнергии, по потреблению электроэнергии. Мощность уже исчерпана. Если будет холода минус 15-20, естественно, придется полностью ограничивать. Придется вводить веерное отключение. Меня поражает, удивляет то, что и Министерство энергетики, и Национальный холдинг до сегодняшнего дня, они, понимаете, не объясняют населению и гражданам Кыргызстана о том, что действительно очень сложная обстановка вот именно по выработке, по обеспечению электроэнергии, по бесперебойному обеспечению электроэнергии. В Казахстане и в Узбекистане руководство энергетической отрасли и значит, премьер-министр, они пошли на открытый диалог. Они открыто заявили, что именно вот в связи с резким похолоданием, снижением добычи угля и добычи природного газа, они вынуждены вводить ограничения, вводить лимиты. Естественно, она будет сказываться вот на веерном отключении. То, что наши руководители кабинета министров и Министерства энергетики об этом не говорят, это, конечно, удивляет. Надо сказать открыто населению, что, возможно, будут введены именно графики отключений и ограничений. Потому что мы к этому мы придем. Мы к этому придем, потому что вы заметили, на сегодняшний день расход воды из Токтагульского водохранилища составляет 877 кубов в секунду. Это максимальный расход. Максимальный расход. По межправительственному соглашению из Токтагульского водохранилища в зимний период не должно сбрасываться более 600 кубов в секунду. Потому что когда Кыргызстан сбрасывает из Токтагульского водохранилища более 600 кубов в секунду, естественно, в Узбекистане и в Казахстане происходит затопление. Затопление вот именно вот от этих близлежащих территорий, которые, значит, по реке Сырдарья. И там, значит, у них возникают очень большие проблемы. Но видите, сейчас максимальный расход воды, конечно, связан с тем, что импорта электроэнергии нет. Значит, мы только здесь сейчас вырабатываем и используем электроэнергию, выработанную на своих тепловых и гидроэлектростанциях. Еще надо отметить, что на Токтагульской ГЭС 4-й гидроагрегат, который 2 года не могут запустить в работу, он сейчас работает в тестовом режиме. Конечно, он влияет на выработку электроэнергии в целом по Кыргызстану и влияет на водно-энергетический режим и водно-энергетический баланс. И поэтому ситуация очень сложная, потому что если не будут вводиться ограничения, не будут вводиться лимиты, то, естественно, мы потеряем систему, мы потеряем энергосистему, потому что пойдут именно цепные реакции. Подстанция будет выходить из строя, трансформаторы, линии электропередач,
они будут выходить из строя, поэтому мы потеряем полную, значит, надежность и стабильность работы нашей энергосистемы. Расул Мырза, я так понимаю, что веерные отключения в этой ситуации – это единственный выход. Но вы же понимаете, что власти боятся идти на такие меры, поскольку это может вызвать и социальный взрыв населения. Да, действительно, с начала отопительного сезона, с начала осеннего периода и Министерство энергетики, и Нацэнергохолдинг заявляют, что зимой веерных отключений не будет. А ведь веерные отключения, они сейчас идут, только они под видом аварийных работ, под видом, значит, устранения аварий, значит, ремонтных работ. Каждый год в апреле месяце, в этом году тоже в апреле месяце вышло постановление правительства о мероприятиях по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 года. И там четко написано о введении лимитов, о введении ограничений. Почему это делается? Потому что производится расчет именно от потребления электроэнергии, да, и расхода воды с Токтагульского водохранилища. Конечно, мы не имеем права 1 апреля 2023 года иметь в Токтагульском водохранилище мертвый остаток. Это крайне недопустимо, потому что при мертвом остатке, когда уже вода не будет вытекать из Токтагульского водохранилища на турбины Токтагульской, естественно, произойдет коллапс. Не будет вырабатываться электроэнергия. Она не будет поступать нижние ГЭС, это Крупсальская, Ташкомовская, Шамалская. И сейчас, понимаете, до 1 декабря именно водный энергетический режим, водный энергетический баланс, именно вот ниже лежащие ГЭС, это Крупсальская, Ташкомовская, Шамалская, они работали на водотоке. Именно сколько проходило через Токтагульскую ГЭС, она столько уходила вниз, и эти ГЭС использовали воду для выработки электроэнергии. Они сколько пропускала Токтагульская, столько, значит, поступала вода поступала. Естественно, там водоэнергетический режим, именно он должен быть сбалансированный. А когда работают на водотоке, именно этим нижележащим действующим ГЭСом этой воды недостаточно для полной выработки электроэнергии. Они не загружены полностью. Вот в последнее время, с начала декабря, именно резко увеличился расход воды с Токтагульского водохранилища. На сегодняшний день это максимально. Больше воды, да, мы, значит, спускать мы не имеем права, не имеем возможности такой. Потому что, вы представляете, это разница получается почти 670 кубов в секунду расход. Расход имеется в виду разница между приходом и расходом. Приток воды 142 кубов. А расход 870, это получается порядке 670 кубов. Это разница. Вот умножьте на 30 дней, да, это получается, мы за месяц израсходуем 2 миллиарда кубов воды. 2 миллиарда. И поэтому мы, если будем так расходовать воду, то к 1 апреля 2023 года мы будем иметь самый низкий уровень воды Токтагульского водохранилища. Естественно, если на следующий год будет опять же такой же цикл, маловодный цикл, как в 2020, 2021, 2023 годах, естественно, мы к осени, к 1 октября 2023 года, мы опять не наберем достаточный объем воды в Токтагульском водохранилище.
И опять будем зависеть от импорта электроэнергии как с Туркменистана, так Узбекистана и Казахстана. Я на протяжении последних 3-4 лет я неоднократно выступал и заявлял, и предупреждал, что в летний период мы не имеем права отпускать лишнюю воду Узбекистана и Казахстана. Потому что мы должны заботиться прежде всего о своей безопасности, о своей энергетической безопасности, о своей национальной безопасности. Ведь энергетическая безопасность напрямую связана с национальной безопасностью. Дело в том, что вот на сегодняшний день все умалчивается. Раньше, вот до 1 октября, каждый день в средствах массовой информации, в интернет-сайтах выставлялись отчеты о притоках и расходах воды из Токтагульского водохранилища. А также была информация, где именно отключается электроэнергия, так называемые перерывы в электроснабжении, когда отключали целые районы, целые города, целые большие улицы, а или тогда они ссылаются на то, что в целях подготовки к осенне-зимнему периоду они проводят профилактические ремонтные работы, меняют масло, меняют изоляторы, меняют линии электропередач. Но, естественно, с 1 октября, когда наступает отопительный сезон, таких профилактических работ, ремонтных работ не должно быть. А это ремонтные профилактические работы продлились до 1 декабря. С 1 декабря не стали именно давать эту информацию, где выключается, где ограничивается, где вводятся лимиты. Эту информацию не стали нам подавать. Потому что именно это бы, конечно, сказалось бы на мнениях всего населения Кыргызстана. Потому что до сегодняшнего дня все-таки в отдаленных районах, малонаселенных районах и селах, там все-таки производится отключение электроэнергии. Вот вчера в Башир-Джалабаде практически с 9 до 6 вечера отключают электроэнергию. Значит, ограничивают электроэнергию. Это и есть верное отключение. Это и есть верное ограничение и введение лимита. Это и есть верное отключение. Верное отключение – это понятие, это просто народное понятие. Вот веером, понимаете, отключать. Поэтому то же самое, что когда отключают отдельный регион, отдельный район, отдельные села, это и есть верное отключение. И поэтому, конечно, я бы посоветовал бы руководству энергетической отрасли, кабинету министра именно дать объяснение и дать именно полную информацию о тяжелом положении в энергетической отрасли нашей страны. Расул Мырза. Вы меня слышите, да? Да, я слышу вас. Расул Мырза, вы сказали, что за последнее время потребление электроэнергии выросло до небывалых размеров, до 72 миллионов киловатт-часов. Но ведь эта цифра будет расти, потребление. Зима только началась. Не приведет ли это к коллапсу? Потому что недавние события в Экибастузе, в других городах Казахстана являются показательным примером. Лучше не доводить до такого состояния, правильно? Дело в том, что 72 миллиона киловатт-час электроэнергии, именно выработка и потребление, это считается максимум. Больше мы вырабатывать не можем. Мы не можем вырабатывать. Естественно, при 72 миллионах киловатт-час электроэнергии, выработки и потребления полностью загружены по максимуму загружены линии электропередач, все трансформаторы, все подстанции, они находятся на грани выхода из строя. Если мы будем именно потреблять больше 72 миллионов киловатт-часов, конечно, будут происходить взрывы на подстанциях и на трансформаторах. Естественно, линии электропередач, это именно когда
загружены линии электропередач, как высоковольтные, так и низковольтные, то начинается пляска этих проводов, электрических проводов. Естественно, они танцевать начинают, понимаете? И они будет происходить нахлёст, естественно, будут короткие замыкания, подстанции и трансформаторы будут выходить из строя. Потому что именно те автоматы, которые, значит, стоят на подстанциях и на трансформаторах, конечно, они по максимальной нагрузке установлены. Значит, они там должна срабатывать автоматика. Но иногда бывает, что для того, чтобы именно чтобы автоматика не срабатывала, иногда энергетики идут, там ставят жучки. Понимаете, жучки ставят, значит, ставят проводом, обвязывают, убирают эти предохранители. Естественно, они якобы, значит, обеспечивают электроэнергию, но при таких случаях обязательно произойдет взрыв на подстанции или на трансформаторах, потому что там увеличивается температура, и, естественно, увеличится температура трансформатора масла. Естественно, при таких высоких температурах происходит возгорание или взрыв подстанции или трансформатора. Ну, понятно, к чему это может привести, к очень плачевной ситуации, правильно? Ведь электроэнергия сегодня – это и свет, это тепло, это наша просто жизненная необходимая вещь, поэтому нужно, наверное, как-то просчитывать риски заранее. Мы ни в коем случае не хотим сеять панику и пугать население. И единственный выход, как я правильно вас понял, это вот предупреждать население, экономить, использовать минимальное количество электроприборов. Другого выхода нет, получается? Но видите, дело в том, что вот энергоснабжающими компаниями, как вы знаете, в этом году произошла реорганизация энергетических компаний. Все распредкомпании, это Северэлектро, Восток, Джалабад, Ош-Электро, они объединены национальной электрической сетью Кыргызстана. Сейчас такие компании, как Северэлектро, Восток-Электро, Ош, Джалабад-Электро, они не существуют. Они ликвидированы. А у электрической станции присоединен Бишкек-теплосеть. Произошло слияние, произошло объединение энергокомпаний. И поэтому сейчас именно распределительными функциями занимается национальная энергетическая сеть Кыргызстана. Как вы знаете, что сейчас 4 этих предприятия. Это стало ЧУПС, Бишкек ПС, Талас ПС. И поэтому это предприятие электрических сетей. Поэтому там произошло именно не только объединение, но и разделение. Северэлектро сейчас разделено на 4 компании. И эти компании сейчас непосредственно занимаются с обеспечением электроэнергией. Но реорганизация полностью не закончена, и поэтому вопрос, значит, как акционер я говорю этих энергокомпаний, потому что, почему не закончен, потому что вопрос о увеличении уставного капитала, который решается на общем собрании, оно не проведено. Понятно. Я бы хотел сказать о кадровой политике. Кадровая политика на сегодняшний день практически, она практически уничтожена. Практически. Потому что кадровая политика на сегодняшний день именно не основывается на фундаментальных основах. Она основывается на близости к телу руководству, там, кто, значит,
очень такой покладистый, да, исполнительный. И многие руководители сейчас энергетической отрасли, да, они с сомнительным уголовным прошлым. Вот что беда. Потому что вы знаете, что кадр решает все. Именно от кадров зависит именно вся работа энергетической отрасли. Вчера только в Алатырской станции назначили Осмона Качкамбаева. Это кадр, который руководитель Нарынгесом руководил, Камбаратинский ГЭС-2, на него было возбуждено несколько уголовных дел, и он был осужден в 2012 году за нецелевое использование бюджетных средств при строительстве Камбаратинской ГЭС-2. И такие кадры сейчас становятся руководителем самых важных, самых энергетических и стратегических предприятий Кыргызстана. И поэтому вопрос, понимаете, не только в том, что там мало воды, что на ТЭЦ не поступает достаточно количество угля, качественного угля, низкого качества угля. Но вопрос, значит, увеличения потребления, вопросы, значит, не строительства. Мы за 20 лет, за 30 лет не ввели новых мощностей. Мы не построили ГЭС. Это тоже, понимаете, вот именно тот энергетический запас, который нам сделали наши деды-отцы. Мы его все уже, понимаете, уже используем. За 30 лет мы не построили, ни одного ГЭС не построили. Естественно, вот эти 1 миллиард 700 миллионов долларов, они ушли в пустоту, на строительство ЛЭП Датхакемин, который мы используем 15-20%. ТЭЦ города Бишкек, модернизация, где потрачено 389 миллионов, а фактически мы должны давать 480 миллионов долларов, да? Она никакого эффекта не дала. Я вот тогда, когда вот только в 2013 году именно начали вопрос поднимать о модернизации ТЭЦ города Бишкек, я тогда предлагал и заявлял, проводил пресс-конференции о том, что нет необходимости модернизировать на такую сумму ТЭЦ города Бишкек. Я предлагал вместо модернизации ТЭЦ города Бишкек построить именно ГЭС. На эти деньги можно было построить ГЭС мощностью более 300 мегаватт. Даже предлагал полностью его ликвидировать ТЭЦ города Бишкек и на крайне Бишкека построить современные тепловые станции, современные, экологические. Именно вопрос не только был экологической обстановки, вопросы смога. Вот на сегодняшний день очень актуально именно смог. А почему смог? Потому что вот вчера только председатель национального холдинга Талавек Байгазиев заявляет, что практически в этом смоге 12-14% именно это вклад ТЭЦ города Бишкек. Я с ним полностью согласен. Дело в том, что вот этот смог, именно 70% смог над городом Бишкек и по Чуйской области, это вина ТЭЦ города Бишкек. Потому что там сжигается 1 миллион 500 тысяч тонн угля. Там некачественный уголь. Вот смотрите, мы сейчас закупаем уголь с Казахстана, с Караджиры. Уголь марки D. Именно вопрос там стоит о выходе летучих веществ. Казахстанские угли, они именно, у них большой выход летучих веществ. Имеется в виду, значит, вот этот сажа, вот этот копоть, который выходит через трубы, у них процент очень высокий, 49-50%. Наши угли, каракичинские угли, да, Каварское буроугольное месторождение,
там выход летучих намного меньше. 34-38. На 10-15% у них выхода летучих веществ. Но, конечно, здесь вопрос стоит о калорийности, о зольности, о влажности. Это тоже немаловажные факторы. Но я хотел сказать, что каракичинские угли очень они и калорийны, и очень у них низкая зольность, низкая его влажность. И поэтому при соблюдении технических и технологических норм на каракичинском угольном месторождении и на Кавказском угольном месторождении, естественно, уголь бы доставлялся бы качественный уголь. А потому что, видите, ТЭЦ города Бишкек, Ауртыцкие станции, они поставили технические параметры очень низкие. Они поставили теплоту сгорания калорий 3400 килокалорий на килограмм. Это неправильно, потому что материнская зола вот на каракичинских углей, там у них 4,5-5 килокалорий. Естественно, угольным предприятиям им качественный уголь добывать невыгодно, и поэтому там у них происходит смещение именно, значит, происходит, значит, этот уголь, они его смешивают с этим песком, глиной и камнями. Если поставить жесткие требования, да, ТЭЦ города Бишкек, Ауртыцкой станции, о том, что, значит, увеличить технические показатели, технические характеристики, сколько я неоднократно это говорил, неоднократно требовал, но этого не делают, вот именно сейчас именно сказывается, понимаете, уголь низкого качества приходит, потому что ТЭЦ города Бишкек, она, начиная от ворот до выхлопной трубы, она коррумпирована. Полностью там коррупция, потому что там просто запускают там за определенный день, там на весовой там, если деньги дашь, там вместо 20 тонн напишут 30 тонн. В лаборатории там вместо, например, калорийности, например, 3000, напишут тебе 4000 килокалорий килограмм. Зольность там, значит, его уменьшает, влажность уменьшает. И поэтому вот если там значит, принять жесткие меры, да, именно по приему качественного угля, естественно, такого смога не было бы. Вот вы знаете, что в мэрии была создана комиссия именно по изучению сжигания вот этих материалов, от инертных материалов, отходов от текстильной промышленности, да. Вот они вот по Октябрьскому району, Первомайскому районе, они объезжали каждой бани, объезжали какие где сжигают вот эти именно происходит сжигание большой огромное, но они не нашли фактов сжигания именно вот таких автомобильных шин, резины, отходов текстильной промышленности, они не обнаружили. Значит, вопрос-то, значит, отпадает. Вопрос, значит, на смог, говорят, влияет именно выхлопные газы автомобилей. Да, действительно влияет. Но основная причина это все-таки ТЭЦ, да? 70%. Ну вот смотрите, мы летний период, машин больше, чем в зимний период ездит, понимаете? Да. Но летний период же, такого смога же нет уже. А именно зимний период, когда начинается отопительный сезон, когда начинает дыметь ТЭЦ города Бишкек, ну, естественно, там процентов 10-15 это частный сектор. Но вы правильно поймите, потому что при изучении именно вот смога, да, смог на уровне 200-300 метров над городом. А вот такие вот частные, которые бани, частные, которые дома жгут, их дым, у них теплый дым, да, у них теплый дым, и он такого сильного влияния не имеет. Да. Расул Мырза, я прошу прощения. Дым, Да. Расул Мырза, я извиняюсь, поскольку у нас времени осталось очень мало в эфире, давайте подытожим
наш разговор. И что касается энергосистемы, то есть необходимо сегодня реформировать ее, не создавать видимость реформ, а действительно это строительство Камбаратинской ГЭС, да? Это значит потребление в летнее время, ограничение потребления для соседей создать, то есть спуск воды ограничить. Ну и другие жизненно важные мероприятия, которые сегодня, к сожалению, Кабмином не проводятся. Строительство малых ГЭС, средних ГЭС. То есть нужно комплексно подойти к решению проблемы энергосистемы. Иначе вот мы из года в год вот так вот будем страдать и думать, как бы нам перезимовать очередную зиму и холода. Заключение: энергетический кризис в Кыргызстане заключается в том, что именно выработка электроэнергии в недостаточном объеме, потребление электроэнергии. Дело в том, что именно выработка электроэнергии на ТЭЦах и ГЭСах недостаточно. Дефицит электроэнергии у нас на сегодняшний день 3-4 миллиарда киловатт-час электроэнергии. Здесь должна быть именно разработана, утверждена Кабинетом министров и президентом стратегическая национальная программа развития топливно-энергетического комплекса. Ежегодно должны разрабатываться топливно-энергетический баланс. Сколько мы должны вырабатывать электроэнергии, сколько мы должны, значит, вырабатывать природный газ, сколько закупать мы должны покупать именно вот из-за границы, например, мазут, да, сколько мы должны вырабатывать уголь, сколько покупать из-за рубежа. Вот этот топливный баланс, он должен ежегодно разрабатываться. А то, что, понимаете, здесь, что именно смущает, да, и удивляет, то, что мы же в этом году собирались построить малый ГЭС, правильно? Баласару мы собирались в этом году запустить до Нового года. Мы собирались запустить Ортотокойский ГЭС, Каракушский ГЭС. Но мы этого не сделали. Этого мы не сделали. Опять же, понимаете, с каждым годом этот энергетический кризис, она углубляется. Потому что увеличивается количество граждан на 140, на 150 тысяч человек каждый год увеличивается. Естественно, увеличивается строительство, строятся жилые дома, строятся, значит, его помещения, вот его организации строятся, строительство все идет же. И поэтому именно если мы не возьмемся за введение строительства и малых ГЭС, и средних, и больших ГЭС, то в течение через 5 лет практически мы станем будем зависеть полностью от импорта электроэнергии из соседних государств. Хотя в зимний период они нам не смогут, потому что у них самих недостаточно, у них самих огромный дефицит электроэнергии, да, и поэтому здесь вопрос только именно вопросы, знаете, вопросы. Ведь мы каждый год говорим о строительстве солнечных электростанций. Мы говорим о строительстве ветряных станций. Да, естественно, сейчас заговорили о строительстве атомной электростанции. Но, конечно, при строительстве атомной электростанции есть огромные риски и угрозы. Атомные электростанции на сейсмической территории Кыргызстана, конечно, очень опасно строить. И тем более именно уран используется, радиоактивное вещество. Вопросы, значит, его утилизации, вопросы разработки, вопросы переработки, это тоже очень сложный вопрос, очень серьезный вопрос. Это все нужно учитывать, поскольку это касается в первую очередь безопасности.
И поэтому, видите, у меня есть своя программа, вот именно стратегическая программа развития топливно-энергетического комплекса, как надо строить, что надо сделать. Я вот, за 10 лет назад я предлагал строить Камбаратинск ГЭС-1 народной инициативой. Народной инициативой. Дело в том, что именно здесь необходимо первоначальный капитал. Если, например, для Камбаратинск ГЭС-1 мы соберем порядка 200-300 миллионов долларов, и мы начнем ее, строить, подъездные пути, значит, там уже вопросы технико-экономического обоснования, вопросы проекта, вопросы, начала строительства, а потом мы можем его заложить в банк на долгосрочной перспективе и под малые проценты и строить ГЭС без соседних государств, без каких-то других государств. И это было бы правильное решение. Да. Расул Мырза, большое вам спасибо за отведенное время для интервью, за ваши полезные советы и за то, что вы поделились своим экспертным мнением. Я думаю, к нему все-таки прислушаются наши власти, и мы начнем, в конце концов, реформировать и двигаться, чтобы избежать в будущем энергетического коллапса в Кыргызстане. Спасибо вам большое и до свидания. До свидания. До свидания.